Кирилл Викторович, расскажите, пожалуйста, о проекте, с которым вы сейчас приехали в Республику Башкортостан. Мы сейчас вместе с Всемирным Курултаем Башкир занимаемся очень новым, интересным проектом. В России в последнее время увеличился интерес к геральдике, к символике. В первую очередь это муниципальная геральдика, но в частности большой интерес возникает и к личной, к родовой, к семейной геральдике, к символике. Но все это происходит на довольно таком частном уровне, в отличие от того проекта, который, собственно, вот мы сейчас начали. Это очень интересный проект, он первый в Российской Федерации проект такого уровня, когда символика создается не для отдельных людей, а для целых родовых образований, для кланов, можно сказать. Когда символика создается для таких вот объединений, и эта символика создается не с нуля, а символика, гербы, вот, собственно говоря, образуются на основании тех символов, которые традиционно присущи башкирским родам. Начиная с 17 века есть определенная символика, которая зафиксирована в источниках, и мы ее используем в качестве основы. Таким образом, сохраняя историческое наследие, мы создаем символы современные, и, что важно понимать, они актуальны не только внутри республики, но и за ее пределами, поскольку геральдика – это язык международный, понятный и на территории Российской Федерации, и, собственно, на международном уровне. Говоря о международном уровне, какие каноны используются? То есть, есть ли какие-то стандарты, которым вы следуете? Да, естественно, геральдика – наука традиционная, и в ней всегда мы придерживаемся тех правил, законов, можно сказать, традиций, которые сложились на протяжении многих веков. И как раз интересная задача вот здесь, в Башкирии, у нас, с тем, чтобы мы в традиционной геральдической форме, используя те каноны, которые сложились, собственно, и в мировой практике, и в российской практике, вписать в них традиционную башкирскую символику. Так, чтобы она осталась узнаваема как башкирская традиционная, но при этом была понятна именно в форме международного такого символа, как герб. И немного о вашем личном опыте работы в этой сфере. Хотелось бы узнать. Да, я геральдикой занимаюсь с 1996 года, имею историческое образование геральдическое, писал диссертацию по законодательству в области геральдики. С 2004 года в Союзе геральдистов России занимаюсь экспертизой, разработкой, созданием гербов. Нашим авторским коллективом было сделано более 500 гербов муниципальных образований, но с моим участием так, конечно, еще больше. Вот. И, собственно, я являюсь автором, наверное, десятков личных родовых символов в нашей стране созданных. Кирилл Викторович, спасибо большое за интервью. Спасибо.